Добрый день, дорогие подписчики канала Мехистерия ИКТ и в Ютубе, и в Инстаграме. Меня зовут Николай Чудчасов, я скульптор. Хочу представить вам выставку уроженцев Верхнеугорского улуса. Здесь, конечно, не все художники, здесь только 25 художников. Остальные, зал не поместил, и кого-то не нашли, кого-то с кем-то не смогли договориться. Так что давайте без долгого пролога начнем. Первым хочу представить вам работы нашего известного графика Ивана Алексеевича Мочесынова. Он иллюстрировал якутскую азбуку, у него очень много графических полотен на разные темы. Здесь представлены графические работы, которые находятся в запасниках Верхнеугорских музеев. Не из Якутска, а из Верхнеугорска они приехали. Ивана Алексеевича, к сожалению, нет с нами уже года 3. Мне посчастливилось учиться у него в школе номер 9. Он преподавал у нас изобразительное искусство. Очень сложный был человек, но нам повезло, потому что мы дети, к детям всегда относятся хорошо. Дальше хочу представить, это работа компании «Уран Дизайн», которую возглавляет Вячеслав Ероев. Они восстанавливают берестяные уроса. Это как пример того, как можно в современном мире сохранять традиции, немножко изменяя, конечно, под угоду современности. Это работы Александра Владимировича Манджурьева, которые были восстановлены, интерпретированы с раскопок. Но я думаю, чуть позже, минут через 15, он сам расскажет подробнее о них. Сегодня половину выставки проведет экскурсию он сам. Так, здесь у Ивана Алексеевича, вернемся к нему, несколько графических серий, связанных с Олонхоу, с цехом, политическая наша, и там военная тематика тоже была. Дальше работы, это наш известный скульптор, она Нургустана Владимировна Филиппова, она автор, наверное, многие видели. Последние года 3-4 работает очень, можно сказать, начала творчески работать. Дальше идет работа Михайлова Николая, называется «Хапсаги. Поединок». Это работа буквально свежая, дымящаяся. Это ковка, сварка, это не бронза, это кованая работа. Он ее сделал в феврале месяце этого года. Он очень известный, родом из Магасы, это деревня, это село в Верхнеугорском районе. У него очень много работ. Вторая его работа, Тугуттар называется, разделяющие рыболовные снасти медведица, кормят своих медвежат. Это его из личной домашней коллекции, у него работы не задерживаются, буквально расхватывают его на лету. А это 3 мои работы, это 2 розы, одна под дождем, другая нет. Такая модернистские работы. О своих работах я не имею много красиво говорить. Просто розы на воде. Красивые женщины, красивые линии. А это портрет, как называется, автопортрет руки художника, автора. Потому что скульпторы работают руками, а рука без автора не может работать. Это моя рука. Я ее слепил, вроде как измерял, но она получилась почему-то больше. Или руки мои усохли, не знаю пока. Это работа Алаюн. Это сейчас очень известная, популярная в России и Европе наша художница-кукольница Харчана Бапавай. Она окончила архитектурный институт на кафедре дизайна, костюма была, модельер. Сейчас она
занимается куклами уже лет 5-6 профессионально, участвовала в европейских конкурсах, всероссийских конкурсах. Ее работа находится в голландском, по-моему, каталоге лучших кукольников мира. Там 4 работы, по-моему, из 5 выставленных, что ли, или из 4 выставленных. Очень хорошие, очень видите, живые куклы у нее получаются, как настоящие, иногда даже мурашки по коже проходят. Это работы Павловой Альбины. Это по произведению Далана «Глухой Вилюй». Это иллюстрации. Их было, по-моему, 6 штук. Из них, которые, выставлены только 3. Очень такие, глубокие по смыслу такой тематики. Немножко мрачный, как и сам роман. Давайте дальше перенесемся к витрине. Здесь представлена работа 2 наших художников. Это Тюляхов Иннокентий и Былков Геннадий. Геннадий Былков, он сейчас в основном работает не в ювелирке, а роспись тканей, сумок. Сейчас это больше популярно в Инстаграме. Давайте прорекламирую. ОЮС, у него называется профиль. Заходите, заказывайте, смотрите. Это работы, которые были выполнены еще, когда он работал в Уран-Саха. Дизайнерские вещи его собственного дизайна. Дальше у нас вот эти 2 работы, 2 камеи Тюляхова Иннокентия. Он сейчас живет и работает в Москве, преподает в Строгановском институте. Это очень большое, в принципе, достижение для художника. Не в принципе, а действительно это большое достижение для наших художников. Преподает на кафедре художественного металла. Мой брат младший. Дальше работа Ивановой Сардуланы. Она театральный художник, работает в сценографии и так далее. Это ее творческая работа, называется «Легенда». Как и все наши якутские легенды, рассказы, такое немножко мрачноватое, страшноватое. Сразу вспоминается детство, когда отключали свет, где старшие сестры рассказывают страшные истории про дом, который напротив. А дальше ее сестра Иванова Сардана Владимировна. Это дочки нашего известного театрального художника Владимира Давидовича Иванова. Как бы сказать, династия художников. Она работает в современной такой технике, больше компьютерной графики. У нее известные работы есть. Самая популярная, самая любимая, это выложенная комарами надпись «Якутия» Саха-Сире. Это просто, по-моему, это самое то для нас. Давайте дальше. Это работа Марии Савина. Она очень смелая женщина. Я бы не смог сейчас пойти, бросить всю привычную свою жизнь, рутину и пойти учиться новому ремеслу. Она уже состоявшимся человеком пошла учиться и достигла очень многого. Такая приятная картинка, всем деревенским знакомая. Бабушка, чаепитие, прямо веет таким теплым летним вечером. Сейчас она работает в художественной самодеятельности, театральной, проектирует костюмы, видите, и сценографию для самодеятельных театров. Это еще одна работа Арчаны. Такая семейка очень интересная. Посмотрите, какие там детали, буквально не как живые, как будто сейчас пошевелятся. Эту работу ей помогал делать отец. Вот эта вот белка, и обработать вот это вот, как это называется, нарост этот на сосне, чтобы это выглядело прямо как такая маленькая история, маленькая легенда, можно сказать. Можно придумать о ней много-много даже сказок. Дальше это Героев Вячеслав, картина «Рассвет», по-моему, называлась. Доброе утро. Он рассказал то, что
будучи в командировке в Ваймиконский Улус, он ехал обратно, и как раз они застали рассвет прямо в горах. И это его настолько впечатлило, что он решил как бы восстановить в памяти, по фотографиям, по наброскам, то ощущение, которое появляется у него. Вот эта картина очень хорошо смотрится, когда так немножко зал затемнен, и прямо такое ощущение, что солнце встает прямо в этих горах. А это еще одна, ну не династия, это братья Войтуновы, очень талантливые. Это работа Тохмана Войтунова. У него очень немного творческих картин выставлено в музее. В основном это Верхневилюйске, они находятся. Он закончил Ленинградскую академию художеств на кафедре живописи, а потом посвятил всю свою жизнь детям. Открыл филиал художественной школы в Кентике и преподавал для детей, занимался детьми. Это работа нашего самого известного верхневилюйского скульптора Семена Прокопьева. Это такое воспоминание о детстве, что ли, покататься на быках, залезть куда-нибудь на стол, это сразу. Ну, конечно, мы так не прыгали на быках, но на столу, конечно, кувыркались. Это картина Миры Аргуновой. Сейчас она очень известна. Очень много делает персональных выставок. Она учится на 4-м курсе Отличного института. Это ее автопортрет. Она тоже родом, ее родители родом из Верхневилюйска. Поэтому она у нас тут тоже представлена. Ее две работы, кстати, одна работа там дальше есть. Это картина тоже Вячеслава «Золотой урожай». Это, если я не совру, ну такое тоже воспоминание о детстве. Кстати, да, у нас почему-то очень много работ, связанных с детством, с каким-то таким настроением. Очень романтичные люди. Это картина, здесь начинаются работы Войтунова Джулустана. Это счастливый 46-й год. Это мама Джулустана и ее родные братья, которые вернулись живыми с фронта. Очень такая трогательная работа. Очень смысл в ней такой глубокий. Это работа нашей сейчас в данное время самого популярного костореза Боисковой Аэлиты. В нашем районе я имею в виду. У нее своя страничка, там на коробочке видно. Подписывайтесь. Очень талантливый мастер. Работала в Сардане, училась в художественном училище. Ну, очень известная в косторезных кругах. Наша знаменитость тоже. Дальше продолжаем с работами Джулустана Войтунова. Это его свежие работы. Он уже известный, его представлять не надо. Вот, допустим, похищение. Это Полонко Моджубова, по-моему, называется. Я сейчас уже не вспомню. Вот эта картина, по-моему, это вариант 6-й или 5-й на моей памяти. Все, каждый раз он немножко меняется, олени становятся больше похожими на птиц, настроение в ней меняется. Есть даже круглый вариант этой картины. Такой очень своеобразный, очень интересный мастер. Здесь, опять же, представлены работы Иннокентия Тюляхова. Как я сказал, это мой младший брат, троюродный. Тут ткань и горячая эмаль. Очень сложные техники, очень яркие, живописные. А также представлены работы из бивня мамонта моего дедушки, нашего дедушки, Прокопия Иванисима Григорьевича. Здесь виды города и военная тематика как раз к 75-летию Победы. Вот, дальше работы опять Джулустана Войтунова. Это, ну, кто что увидит, но называется это «Чаран любви».
Дальше идет иллюстрации вот, к тому же Лонхо, Луджигава. И Чунпу Били, последний, самый известный нашумевший роман, по-моему, 18 года или 17 года. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Эстафету Коля вручил мне, получается. Вот. Ну, про Байтунова Чулустана Коля рассказал. Кстати, ему вчера исполнилось, сколько лет? 58 лет исполнилось. Так что поздравляем его с днем рождения. Желаем здоровья, успехов творческих. Ну, один из ведущих графиков нашей республики. Ну, и России, можно сказать. Вот. Ну, это мои работы. Тут эти мои 3 работы хранятся в фондах Национального художественного музея. Вот. Еле отдали на выставку, но все равно отдали как бы. И большое спасибо Владе Тимофеевой за оказанную услугу, можно сказать. Вот. Тут 3 мои работы. Вот первая работа называется «Тень». Вторая работа «Путь в страну солнца», вот дальняя. И третья работа вот «Шаман». Ну, шаман как бы начинает свое камлание. Вот, ну, бывает, например, на бубне, бывают такие иногда, ну, есть, например, вот, есть, например, были, то есть, бубны со струнами. Ну, как бы вот этот шаман играет на струне, можно сказать, да? Вот. Ее, если вот эту работу, например, чуть сбоку вот так посмотреть, она получается и тут, ну, клюв, да, вот птица, вот глазница, клюв получается вот с этой, если вот так посмотреть. Вот. Работа «Тень». Работа «Тень» мне не очень, я когда ее отливал, там все сделал, работа мне не очень понравилась, но когда я закончил и надо было поставить ее на персональной выставке в Намском педколледже, я ее поставил в витрину, и она у меня как бы по-другому уже начала играть, эта работа. Поэтому бывают такие моменты, например, иногда работа не нравится, потом в витрину положишь или на выставку повесишь, она уже начинает как бы разговаривать со зрителем. Вот. Ну, тут бронза, чеканка, патина. Патина — это значит, передаем мы старинный вид. А бронза, она цвета такого золотистого цвета, можно сказать, желто-красного. Вот. Дальше это работы театрального художника Сарданы Федотовой, Сарданы Симоновны Федотовой, замечательного якутского артиста Симона Федотова, дочь. Вот. Работы спектакля «Тит», «Улукуданца» и «Трубадур». Тоже сложные работы, очень сложные работы, конечно. Тут, например, это называется «Аннах», ну, как бы маска невесты. Когда вот, раньше, например, вот когда замуж выходили невесты, им одевали вот такие вот маски. И они говорят, ну, в некоторых описаниях пишется, что одевали прямо 3 года, не снимая. Вот. Поэтому сложная жизнь была. Вот. Дальше что у нас? Это Трубадура вот работа. Интересно, да? Огромное украшение, интересно. Фантастическое, можно сказать. Что-то там, что-то там. Так. Ну, тут эскизы как раз Агаутца, да.
Федотова. Сначала, когда вот, в общем, когда вот режиссер начинает уже работать над спектаклем, например, да, над большой работой своей, и главный помощник, конечно, это художники. Художники театра, они уже, ну, как бы тоже совсем другого склада ума, можно сказать, люди. Вот они, сообща с режиссером, начинают делать вот такие эскизы. А потом уже как бы они с режиссером, например, думают над костюмом и принимают решение, например, вот сделать вот эту работу, например. И вот потом дают, например, мастерскую, цех, и там уже начинают шить эти работы. Вот. Что еще? Вот работа Харчана, вот Коля тоже рассказал очень хорошо про Харчану Папагай. Тоже наша землячка, Верхневилюйска. Вот. Во многих выставках она участвует и в Европе, и в Москве, и Питере. Ну, в общем, известный человек в кукольном мире. Портрет дочки. Дочери сделано. Смотрите, как они как будто живые, да, можно сказать. И вот это все надо, костюмы надо шить, это вообще очень трудоемкая работа. Вот смотрите, эскизы, например, вот. До мелочей все делают. Даже прическу, да, как делать, все прорабатывается. А потом, ну, очень много вот таких работ делают эскизы, а потом уже как бы один понравившийся наиболее эскиз выбирают и уже над этим уже работают. Очень долго тоже. Потом уже с костюмерами, там, с мастерицами уже начинают работать. Вот работа нашего уважаемого человека, художника, очень известного Семена Кирилловича Прокопьева. Вот. Современное искусство, да? Один из выдающихся скульпторов нашей республики, Якутии, России, можно сказать. Смотрим, думаем, что он хотел этим сказать, художник наш. Он до сих пор работает. У него еще там свежие 3 работы, походу, слышал. Но он не хочет показывать народу. Ну, работа Мира Артуновой, хозяйка реки Веду. Отец Миры Верхневилюйский, оказывается, я на ее персональной выставке в музее Ярославского узнал, что отец Верхневилюйский. Вот, познакомились тоже. Вот тоже в прошлом году, да, получается, на Алтае была выставка, персональная выставка. Тоже очень долго там поработала до выставки и после выставки. Вот это работа Жирковой Анны Николаевны. 7 часов утра весны. Тоже интересная работа. Она работает в Намском педколледже. Я ее очень давно знаю. Со студенческих лет она закончила Якутское художественное училище. Вот. И я в это время учился в Намском педучилище. Они к нам приезжали на практику с Артуром Дмитриевичем Васильевым. Ну, на пленэре были. Пленэр — это когда вот уже рисуют, ну, как бы практика, карандашом, красками рисуют природу, там, людей. Вот. К нам приходили вот студенты, Влада была Тимофеева, да? Она сейчас директор Национального художественного музея. Мария Давыдова, очень известная визажист, там, это, ну, в общем, очень известный человек. Вот. И вот Аня, вот они у нас практики были. Это давно очень, 30 почти лет назад. Вот, это тоже ее работа, Май называется.
снег еще не растаял. Это деревня у нас. В мае еще снег лежит иногда. Вот. Это, по-моему, в Намсах, в районе Дадар, где они жили. Это район педучилища, по-моему. Ну, это чисто моя версия. Так, это работа. Гольдеровой. Кристина Гольдеровой. Работа. Вот. Я ее маму хорошо знаю. Вот. Прасковья Гольдерова. Она училась тоже в Намском педучилище тогда. Закончила. И вот уже дочь Кристина работает. Она закончила какое? Учится. В Суриковке учится, а вот профессиональным художником будет. Вот это дедушка нашего Коли Чучасова. Прокопьев Анисим Григорьевич. Ну, мне тоже довелось с ним пообщаться там, да, Коля? Много раз с ним общались в мастерской у Коли, работали вместе. Вот, поэтому дедушку я очень хорошо помню. Они с моим родственником, можно сказать, они делали Хотун-Бюлю, памятник, вот, с Крылатовым. Вот. Дедушка подарил мне несколько книг. Ну, он, конечно, партиец, коммунистом был. Несколько мне таких книг подарил. Вот. Это работа Нагижевского Касьяна. Он учился тоже в Намском педучилище. Потом учился в Гортическом, да? Красноярском. Ага. Он очень такой гелевой ручкой вот рисовал. Гелевая ручка. Ага, гелевая ручка. Очень такая, ну такой. Очень усидчивый. Да, усидчивым надо быть, четким. Такие работы. Вот поближе. Тут. Интересно. Утки прилетели, вот. Товарищи, смотрите. Любуйтесь утками. В этом году, наверное, ну, я не знаю, что будет. Вдруг запретят, не запретят, но надеемся, что не запретят. Так что полюбуйтесь. Вот караси, кстати, тоже штраф повысили, да? Так что тоже осторожненько надо. Только Все запрещают. Ага. Это работа Наташи Винокуровой. Это очень тоже интересная работа, да? Графическая работа. Очень сильная работа. Мне вот эти две работы очень понравились. Вот я лично не знаком с ней, но почему-то мне ближе, почему-то, ну, такая ювелирная работа, можно сказать, да? Графика. И в то же время такая цельная. Вот, объемная, цельная. Хотя это графика. Ну, вот это работа Коли Черчасова. Работа Элей один стоит, который у Ди Каприо. Статуэтка премии Алампа стоит, вот это из алюминия сделано. Латунь, вот это светлый металл, вот этот серый металл, это алюминий, а вот желтый металл это латунь. Вот. Чепчал, вот это вот, слышали, наверное, тоже ежегодная национальная кинематографическая премия, приз. Вот. Там тоже, ну, такая очень интересная работа. Я восхищаюсь, конечно, работами своего брата. Ага, все нормально. Это мне так помогает, что ли? Вот. Мне, конечно, приятно, вот когда мы делали, да, для Ди Каприо статуэтку, вот Эллея. Эллей – это наш тоже брат, ну, с натуры вот Данила Чучайсова, вот Коля секреты, да, сделал. Вот.
Столько шумиха было, конечно. Вот когда Ди Каприо делали, да? Из серебра делали мы. Вот первая работа. Во все каналы мира интервью давали там. Ну, в общем, такая шумиха достойная была. Вот. Тумусова Мария. Мама и я. Тоже интересные работы. 2 работы поставила она. Мария. Вот Коля тоже очень хорошо знает ее. Сестра Харчанова братья. Сестра Харчанова братья. Сестра Харчанова. Все люди родственники. Ну, это Прасковья работа. Паша Гольдерова. Паша Гольдерова, Новгородова. Нет, не говорите. Мирном работает она. В детской художественной школе, можно сказать. Очень интересная работа. Вот. Дочка тоже по стопам отца и матери пошла, Кристина. Я отца тоже Кристину знал. Мой друг Афанасий Навколотов был. Но его, к сожалению, нету сейчас. Вот. Ну, конечно, желаю успехов в работе. Вот Кристине, чтобы училась, закончила, дипломную хорошо сделала. Паше тоже желаю удачи во всем, творческой работы. Вот. Иванова Сардана, «Летняя ночь». Вот тоже работа нашего графика. Она работает в Арктическом институте искусства и культуры и искусства. «Летняя ночь» называется. Сардану тоже очень хорошо знаю. Кстати, его отец, да, он знаменитый театральный художник. Вот. И мой тоже вот про Крылатова рассказал же, да, сейчас вот, когда мы Анисимом Прокопьевым были. И вот отец Сарданы, он, ну, когда молодой был, ну, ему лет 15, может быть, было, или 16, он на острове Сена косил. И вот этот Крылатов, да, он пошел за ним, ну, он слышал, что он хорошо рисует, там, может научиться рисованию, там, художеству. И он пошел специально за ним на остров, с острова забрал, уговорил его, надел свой костюм и отправились в город Якутск. И поступил. Вот. Вот ее тоже работа, Сарданы, работа. Они, есть еще Саргалана сестра, старшая сестра Сарданы. Она тоже художник по театральный художник, театральный художник. Вот она работу поставила, да? Там рассказала. Вот тоже очень интересный художник. Вот такие интересные, очень интересные работы вообще. Маска выбора, да? Ну, Матчасынов, да, Иван Матчасынов, это мой земляк с Намского, с Намцев. Ну, Намск, это уже мое родное село. Про маски, да, Коля сказал, про маски расскажет сам. И получается, они как бы не из погребения, они про эти маски мне рассказала Майя Власьева. Это сценарист, режиссер театра Ланхо. Вот. И Майя мне рассказала про маски, потому что у моих там нескольких работ были вот такие маски, да, на лошадях, на конях, например, как и скифские, например, да, вот эти вот маски. И я тоже, мне тоже очень интересно было, а что-нибудь до нас дошло, нет, в нашей национальности-то саха, что-нибудь такое нет, или есть там. И вот Майя сказала, что некоторых там у Сяген было, да, где-то там одна строчка есть, у Попова там где-то одна строчка тоже есть в книге. Ну, по крупинкам там собрали, и просто это мое, как бы, художественное воображение, да, ну, такой. Именно такой маски, конечно, не было.
Чисто такое художество. А, кстати, наш художник, да, наш философ Мандар Неустроев Борис, он в свое время, да, это есть интервью у Майи Власьевой, Бориса Неустроева. И он в Ангинском районе в 80-х годах или 70-х годах на берегу реки нашел захоронение лошади. И вот он точно помнит, что на копытах, да, можно, не на копытах, а на ножках лошади были браслеты дохах. Вот очень интересно. И он он еще, говорит, рассказывал, что он снял вот эти вот браслеты, да, и он даже вот так закрывал, говорит, ага. И он потом обратно поставил вот эти браслеты. А на голове этой лошади, он говорит, была маска. Ну, такая, истлевшая, конечно, да, не похожая, конечно, на маску, но он такой, посмотрел и, главное, не понял, что это такое. Этого еще никто не знал, вот поэтому. И тут у меня ритуальная маска лошади невесты, да, и ритуальная маска лошади жениха, вот это вот нижняя. Вот такая. А потом, конечно, вот эти маски, да, они во времена Кыргыз-Уэта, это во времена войн, они же были такими, как кольчуги, да, например, для защиты лошади. А потом она потихоньку вот так трансформировалась в более такой мирную маску, можно сказать, уже от злых духов охраняет. Вот такое. Вот Коля Михайлов, мой друг, очень хороший. Он сам нигде в художественном училище, в институте нигде не учился, вот этот товарищ. Да? Коля Михайлов. А вот делает вот такие вещи. Вот. Поэтому вот такие самородки у нас в республике, да, очень много таких самородков. И, конечно, вот мы очень хорошо, очень плотно с ними общаемся. Вот Коля, там, у нас есть сообщество, Мархет там называется, потому что больше половины живет в Мархе, поэтому у нас у нас есть свой флаг, своя футболка, там эмблемы, все есть, можем поддержать. Вот. Работа. Про Нюргустана не рассказал. Нюргустана Григорьева, она с этого села Намсов тоже, моя землячка, тоже соседка. Поэтому, в общем, вот Коля Михайлов работа 2017 года. Он очень большую работу делает. Иногда делает очень большие работы, вот фигуры лошади, да, например. В Лоханане стоит, да, Коля? В Лоханане стоит там лошадь и жеребенок, да, по-моему? Вот. Коля про свою работу рассказал, да, вот такие вот. Большое спасибо. А то мы уже идем по второму кругу. Давай по второму кругу, а? Товарищи, давайте по второму шутке. Вот про эту работу могу. Нет, если дорогие подписчики хотят повторить, мы повторим обязательно в эти дни. Вот это Анатолий, мой друг тоже. Он потомственный шаман тоже. Харчана сделала, оказывается. Я думаю, тут мой друг сидит. Это тоже, оказывается, это Анатолий. Большое спасибо, что были с нами на нашей выставке. Если будет желание, выставка может быть продлена до лета после всяких карантинных мероприятий. Так что приходите, смотрите вживую, а если появится интерес, мы можем еще рассказать. Саша может рассказывать бесконечно. Спасибо большое. Приходите.